Большой привет. Крымская глина – терпение и желание творить. Вот основной секрет ремесла. Гончарный круг не просто инструмент для мастера, а способ самовыражения. Перед тем, как приступить к лепке, глину необходимо хорошенечко размять, чтобы в ней не осталось воздуха и она приобрела однородную консистенцию. Только после этого можно приступать смело к работе. Эдем Ганиев буквально за минуту превращает ком глины в шедевр. Никакой автоматики. Все делается руками. Глину нужно размять, задать материалу правильное направление. Только потом можно формировать изделие. Ловкость рук и никакой магии. Глина абсолютно не любит резких движений. Да? То есть она послушная тогда, когда с ней бережно, нежно работаешь, плавненько работаешь, тогда она будет слушаться мастера. Если резко начинать давить на нее, то изделие не получится. А настроение как-то влияет мастера? Настроение очень сильно влияет. Иногда можешь целый день работать, то есть ничего не получится у тебя, а иной раз, вот оно раз и идет. Процесс лепки завершен. Впереди предстоит долгий процесс. Поделку необходимо замыть, придать гладкую форму, очистить от неровностей, нанести рисунок, покрыть глазурью и только потом отправить на обжиг. Прежде чем отправить изделие из глины в печь, его нужно обязательно хорошенечко просушить, чтобы выпарилась вся влага. Иначе в печи оно может разлететься на мелкие кусочки. Крымско-татарский орнамент буквально расцветает на керамике. У Эдема Ганиева свой стиль росписи, несет в себе лучшие черты культуры крымских татар. Работы умельца неповторимы, а узоры на керамике могут рассказать многое о богатой и многовековой культуре крымских татар. Это символ женщины, вот эта веточка нежная, плавная, это женские знаки идут. А это гранат, символ достатка. Керамист не только создает шедевры из глины, но и призывает к молитве в местной мечети. Эдем Ганиев проделал путь от повара-кондитера до керамиста. 15 лет занимается гончарным делом. Азы лепки осваивал самостоятельно. Потом брал мастер-классы у известных крымско-татарских мастеров Мамута Чурлу и Рустема Скибина. Теперь и сам учит древнему виду искусства. Некогда хобби стало делом его жизни. Сейчас его имя известно далеко за пределами Крыма. Удивительное сочетание цветов, прекрасная роспись, прекрасные работы в целом. Видна авторская работа, авторский взгляд. Все радует глаз. Мастерскую керамиста Эдема Ганиева тяжело не заметить. Уникальные гончарные изделия притягивают взор путников уже у въезда в Старый Крым. Арт-центр по праву можно назвать визитной карточкой города. Несколько веков назад Салхат был крупным торговым центром на шелковом пути из Азии в Европу. Вот и сегодня это керамический узел связи полуострова с материком. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет из Старого Крыма.